В нашей духовной культуре, которая берет свое начало из веяния многовековой истории нашего народа, большое место отводится песенно-музыкальному искусству, о чем свидетельствуют мелодии, созданные на высочайшем и совершенном уровне. Сохранившимися до наших дней музыкальными инструментами туркменского народа являются дутар, кеджак, гаргы-тойдук, делли-тойдук, гопус. У туркменского народа было 72 музыкальных инструмента. Самыми древними музыкальными инструментами туркменского народа являются гаргы-тойдук, делли-тойдук и гопус. Для того, чтобы посвятить свою судьбу волшебному искусству музыки, чтобы проникнуть в волшебный мир песенно-музыкального искусства, нужен огромный талант, неустанное старание. У туркменского народа богатая история, музыкальная культура, много музыкальных инструментов. Парфянское государство занимает особое место в истории мировой культуры. Столица этого государства, крепость Ниса, отличается своей красотой, культурой, искусством, уникальным достоянием. При рассмотрении обнаруженных здесь исторических находок можно удостовериться в том, что музыкальное искусство имело огромное значение в культурной жизни народа. На изображенных на ритонах рисунках можно встретить изображение музыканта с дудкой в руках. В течение последних 2-3 веков среди туркмен были популярны гаргы-тойдук, тростниковая дудка, дутар, геджак и гопус, который был спутником наших девушек и женщин. Если обратить внимание на народную музыку и песни, если послушать туркменские мелодии, можно понять, какую большую роль играла тростниковая дудка в жизни туркмен. Одним из 72 древних национальных музыкальных инструментов является гаргы-тойдук – тростниковая дудка. Сладкая мелодия этого музыкального инструмента звучит высоко и проникает в самое сердце. Гаргы-тойдук относится к духовым музыкальным инструментам. Название инструмента также связано с тем, что его изготавливали из камыша – гаргы. В течение веков туркменский народ наряду с различными видами искусства довел до высокого уровня совершенства национальное песенно-музыкальное искусство. В настоящее время широкую популярность обрели 72 вида туркменских музыкальных инструментов. Туркменские национальные инструменты, объединившись, издают гармоничное звучание. И эта гармония рождает прекрасную мелодию. Совместная игра на дутаре, геджаке и тойдуке рождает прекрасное звучание, которое надолго остается в памяти у любителей музыкального искусства. А для того, чтобы родилась эта великолепная мелодия, необходим инструмент, созданный опытным мастером. Помимо гаргы-тойдук, из камыша изготавливают и делли-тойдук – язычковую дудку. Способ создания делли-тойдука очень прост, его и дети могут сделать. Эту дудку называют делли, потому что на ее верхней части создается надрез в виде язычка. Делли-тойдук намного меньше размером, чем гаргы-тойдук. В праздничные дни во всех уголках страны устанавливаются белые юрты, широко и всенародно отмечаются праздники. Прекрасные мелодии туркменских бахши всегда звучат в нашей прекрасной и процветающей стране. Прекрасная мелодия национальных музыкальных инструментов, звучащая в праздничные дни, свидетельствует о счастливой и благополучной жизни народа, о единстве и сплоченности туркмен.